Всемирный фестиваль молодежи и студентов возвращается в Россию спустя 39 лет. В последний раз он проходил в Кито в 2013 году. И вот спустя почти 11 лет паузы активная молодежь собирается уже в России. А уже сейчас волонтеры начали активную подготовку по программе обучения. Совсем недавно студенты госуниверситета вернулись с новыми знаниями. Смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. 5 самых активных и креативных. На протяжении 2 дней они прошли курс из образовательных блоков, благодаря которым смогут развивать свои навыки волонтерства, а также узнать об основных правилах деятельности в рамках фестиваля. Но прежде ребятам нужно было пройти отбор, который включал в себя несколько этапов. Сначала мы должны были отправить там данные, паспорт и так далее. Затем надо было пройти тест, то есть проходило анкетирование. Затем мы проходили интервью в онлайн-формате с представителем форума. Затем нам проходили письма, если мы прошли, а если нет, то отклоняли. Я прошел, судя по тому, что мне пришло письмо с приглашением. Сложно было? Да нет, не было сложно, по факту. Единственное, было сложно проходить интервью, так как там было много вопросов, и ты затруднялся ответить, а остальном все было легко. Второй этап программы обучения волонтеров Всемирного фестиваля молодежи 2024 проходил в стенах СКФУ. Продуктивно и интересно. Участником программы в этот раз стали волонтеры из 3 республик – Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северная Осетия. Одна из участниц – Иосет Барахоева. Девушка не впервые на таком масштабном мероприятии, но этот самый запоминающийся. Прошли тренинг по коммуникационным навыкам, узнали, как эффективно общаться с разными группами людей, включая людей с ограниченными возможностями и детей. Это было особенно важно, потому что волонтерская работа требует гибкости и адаптации к различным ситуациям. Мы также получили обучение по работе в команде, узнали, как эффективно сотрудничать с другими волонтерами, делиться обязанностями и решать возникающие проблемы. Всемирный фестиваль молодежи пройдет на территории Сириуса с 29 февраля по 7 марта. Одна из его целей – создать платформу для налаживания связи между неравнодушной молодежью всей планеты. Думаю, принять участие в таком масштабном мероприятии – это будет колоссальный опыт, во-первых. Очень много знакомств будет. Также я смогу развить свои навыки волонтерства. Я надеюсь, что там будут представлены новейшие проекты для развития молодежи, и на котором молодежь сможет получить опыт в сфере проектирования. Я буду в качестве волонтера на этом мероприятии, но это все равно не помешает мне подружиться с этими людьми, а также получить опыт. Развитие волонтерских навыков – одна из целей Ингушского государственного университета. Руководство не намерено оставлять добровольческую деятельность и всячески старается развиваться в этом направлении. Студенты ежегодно проводят благотворительные акции, участвуют в самых разных мероприятиях не только региона, но и страны. У нас есть такое качество, что наши ребята с радостью помогают людям. И когда слышат, что нужна какая-то помощь, даже в организации мероприятий, либо в других мероприятиях, в других направлениях, то весьма находятся такие классные отборные ребята. И девушки тоже, скажем так, бывают. Поэтому на каждом факультете до 50 человек находится. Всего 10 факультетов. Думаю, сами прибавите. Да, и поддержка с руководства тоже оказывается соответствующая. Есть и дополнительное финансирование. Если там что-то не хватает средств, допустим, что-то надо прикупить, то можно заявку просто подать, и руководство с радостью одобряет. В общем, дальше только больше. Ну а ребята уже в ожидании фестиваля, пропустить который точно нельзя. В 2024 году эта платформа станет столицей будущего, справедливого мира, где во главе уважение друг друга к ценностям и культуре различных стран и народов. Хава Гагиева, Али Зязиков, Магаз 24.